Сегодня утром, как обычно, на Сибайском подземном руднике проводились взрывные работы. По данным пресс-службы предприятия, около 9 часов утра на горизонте 509 метров в шахте выработки рудника «Центральный Штрек» произошел несанкционированный взрыв скважинных зарядов. В этот момент в эпицентре находились 2 человек. 43-летний рабочий скончался на месте происшествия. 51-летний мужчина в тяжелом состоянии был госпитализирован в больницу. В правоохранительные органы республики утром 21 апреля 2017 года поступило сообщение о хлопке в шахте Сибайского филиала Учелинского горно-обогатительного комбината. По указанию руководителя Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Башкортостан Григория Яковлевича Житинева возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 216 Уголовного кодекса Российской Федерации. Нарушение правил безопасности при ведении горных, строительных или иных работ. В настоящее время проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Проводится осмотр места происшествия, изымается служебная документация. Расследование уголовного дела находится на контроле руководителя Следственного управления. Состояние пострадавшего, который был доставлен в центральную городскую больницу, врачами пока оценивается как тяжелое. У мужчины серьезные ожоги тела. После обеда в город на санавиации прилетели специалисты Уфимского ожогового центра. Транспортировка пострадавшего в столицу республики будет возможна только после того, как состояние стабилизируется. Он доставлен в тяжелом состоянии, ему оказана вся необходимая помощь. В ремзале в приемный покой, затем его подняли в реанимацию, сейчас там оказывается тоже вся необходимая помощь. В настоящее время самолетом санавиации прилетел специалист, компустиолог. Это специалист, который лечит ожоги. Он, оказывает тоже помощь. Площадь ожога большая. Будем надеяться, что нам удастся его спасти. Вне зависимости от результатов расследования дела на предприятии заявили, что ими будет оказана материальная помощь и семье погибшего, и пострадавшему. Лиана Кириллова, Ниас Мирхайдаров, Любовь Карпова для службы новостей.